Доброе утро, наши дорогие телезрители. Это «Утро Якутии» на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Сегодня в студии работает Руслан Ачиров. И в начале этой недели в начале новой рабочей недели мы желаем всего самого хорошего, бодрого и, конечно же, поможем вам сегодня проснуться и начать новый рабочий день. Но хотелось бы напомнить, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», подписавшись на который вы можете узнать самые последние новости, интересные сюжеты, и даже иногда мы дарим нашим подписчикам подарки. В общем, подписывайтесь и будьте вместе с нами. Ну а сейчас хотелось бы поговорить немного о Солнце. На Солнце недавно произошла самая сильная за месяц вспышка, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По данным ученых, масса вещества, если будет выброшена, направится в сторону Земли и может привести к магнитным бурям. Ученые изучают влияние магнитных бурь на здоровье, но результаты исследований противоречивы. Вот некоторые точки зрения. Первая точка зрения – это отрицание прямого влияния. Эксперты считают, что магнитные бури не оказывают прямого воздействия на здоровье человека. Тем не менее, некоторые исследователи отмечают, что клетки организма реагируют на колебания магнитного поля, и если частота колебаний совпадает с ритмом сердечных сокращений, самочувствие может ухудшиться. Однако доказательная медицина пока не подтверждает, что геомагнитные бури – причина заболеваний. Есть некоторые рекомендации для людей, чтобы снизить негативное влияние магнитных бурь. Рекомендуется избегать тяжелых физических нагрузок, лучше заменить интенсивные тренировки размеренной прогулкой на свежем воздухе. Отрегулировать питание, исключить жирную и тяжелую пищу, отказаться от алкоголя и энергетиков. Обеспечить полноценный сон. Перед сном не использовать гаджеты, которые могут ухудшить качество сна. Пить достаточное количество воды. Достаточно простые рекомендации, благодаря которым можно снизить влияние солнечных магнитных бурь. Но от явлений межпланетных мы переходим к явлениям земной погоды. Давайте узнаем, какая погода за окном. По данным гидромедцентра, в центральных районах республики плюс 3, плюс 12 градусов, в заречной группе улусов от плюс 9 до плюс 15, в южных плюс 18, плюс 13, в Вилюйской группе улусов 7-13 градусов выше нуля, в Нижнеленских 6-11 градусов со знаком плюс, в западных улусах плюс 8, плюс 16, в Колымо-Индигирской группе улусов от плюс 3 до плюс 19. В Янских 3-8 градусов выше нуля, на северо-западе республики плюс 1, плюс 11. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра была плюс 5 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем пасмурно, ветер западный 4 метра в секунду, температура воздуха плюс 12, плюс 16 градусов. Но хотелось бы также предупредить жителей Алданского, Нерюнгринского и Миконского, Момского районов, где сегодня местами ожидается сильный дождь количеством 11 миллиметров и более. На севере с мокрым снегом. Вот такой вот у нас прохладный июнь. Ну а далее мы передаем слово коллегам из блока новостей. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. После того, как Центробанк впервые за 3 года снизил ключевую ставку до 20%, большинство российских банков заявили о планах по снижению процентных ставок по кредитам и ипотеке. Сбербанк, ВТБ и Дом РФ уже объявили о снижении ставок на 2–3,5% по ипотеке и до 2% по кредитам. Абсолютбанк также планирует пересмотр ставок в сторону снижения. МТС-банк и Банк Новиком заявили о намерении следить за рыночной ситуацией. А вот Ренессанс-банк пока не планирует снижать ставки. Снижение ключевой ставки ЦБ делает деньги в экономике дешевле, что в свою очередь приводит к снижению банковских ставок по кредитам и депозитам для населения и для бизнеса. Компания «Алроса» приостановила добычу на Верхнемунском месторождении. Временная пауза проводится в режиме горячей консервации. Компания продолжит поддерживать инфраструктуру объекта в полном объеме, что позволит оперативно снова ввести их в строй по мере восстановления мирового алмазного рынка. В «Алросе» также сообщили, что решение о временной консервации менее рентабельных активов позволит в течение года сократить прямые затраты на 9 миллиардов рублей.
Завершившийся 25-й федеральный праздник Сабантуй объединил и сблизил татарский и якутский народы. Впервые, пройдя в Якутии, на открытии его посетило более 50 тысяч человек. Гости из Татарстана и местной общины представили для жителей свои традиции и культуру. Через песни, национальные одежды, ручные изделия и традиционные угощения они рассказали свою историю. Кроме этого, на поле стадиона Туймаада прошли зрелищные состязания по масс-рестлингу, а также национальной борьбе кареш. Праздник закончился тем, с чего был начат – красивыми представлениями, музыкальными номерами и танцами, показывая всю глубину, красоту и богатство традиций татар. Этот праздник для нас означает не только такое культурное событие, но это символ дружбы. Символ дружбы между нашими народами, между якутским и татарским народами, которые имеют общие исторические корни, схожие традиции и обычаи, языки тюркоязычные. И мы и дальше намерены развивать нашу культуру, наши отношения с Республикой Татарстан. Сегодня уже подписан ряд соглашений с Республикой Татарстан в развитии экономики, промышленности, предпринимательства, туризма, IT-проектов. Будем наступательно реализовывать их. Россияне боятся ездить за границу из-за плохого английского. Согласно опросу, примерно треть граждан из-за этого отменяют или откладывают поездки. Аналитики выяснили, что почти половина наших соотечественников уже сталкивалась с проблемами из-за языкового барьера. Чаще всего люди боятся запутаться в аэропорту или не пройти собеседование в консульстве. Также граждане испытывают языковые трудности при заказе за границей еды или при общении в отелях. При этом треть говорили, что проблемы с английским были, но они смогли справиться на месте. На календаре 16 июня. Сегодня этот день отмечен как Всемирный день морских черепах. Морские черепахи обитают во всех океанах мира, кроме полярных вод. Большую часть жизни они проводят в море, мигрируя на большие расстояния между местами размножения и богатыми пищей областями океана. На берег выходят только самки, чтобы отложить яйца. Самка роет задними лапами глубокую ямку. За один раз одна особь откладывает до 100 яиц. Общее количество кладок в сезон от 3 до 4 раз. Инкубационный период от 2 до 3 месяцев. Большинство морских черепах – хищники. Их рацион включает рыбу, моллюсков, ракообразных, улиток, креветок и крабов. Интересный факт, что зеленые черепахи – хищники только в первые годы жизни. С возрастом они переходят на растительную пищу, водоросли. Они же являются самыми крупными черепахами. Их панцирь в длину может достигать 1,4 метра, а вес может достигать 400 килограмм. Ну а какие еще знаменательные даты и события связаны с сегодняшним днем, нам расскажет рубрика «Даты и события». На календаре 16 июня. Сегодня Всемирный день морской черепахи. Начало Петрова поста. По народному календарю Лукьян-Ветряк. На Руси в этот день примечали направление ветра. Если вихрь медленно поднимается с земли к небу и долго вращается, то погода в ближайшие дни будет ясной. А если случалась гроза, ожидали плохого сенокоса. Этот день в истории. 1925. В Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек». 1963. Состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. В этот день родились Салават Юлаев, национальный герой башкирского народа, сподвижник Пугачева. Антонина Нежданова, русская советская оперная певица. Федор Толбухин, советский военачальник, маршал и герой Советского Союза. Митхун Чакраборти, индийский актер кино. Александр Зайцев, советский фигурист, двукратный олимпийский чемпион и тренер. Сергей Курехин, советский российский музыкант, авангардист, композитор и актер. Именины сегодня отмечают Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел и Юлиан. Продолжая говорить о событиях, с января по май в республике было введено более 320 тысяч квадратных метров жилья. Эта цифра на 1,5% превышает аналогичный показатель прошлого года.
Рост отмечен в строительстве индивидуального жилья. За 5 месяцев в регионе ввели 250 тысяч квадратных метров, что на 31% больше прошлогодних показателей. Объем ввода многоквартирных домов составил 70 тысяч квадратов. Это говорит о том, что спрос на новое жилье в Якутии стабильно высокий. Люди продолжают стремиться к улучшению своих жилищных условий. И приятно, что теперь появилась возможность не просто мечтать о новой квартире, а действительно получить ее в рамках новой акции от Алмаз-Эргенбанка. Как принять участие, что нужно сделать и кто может стать обладателем квартиры, обсудим прямо сейчас. У нас в гостях первый заместитель председателя правления Алмаз-Эргенбанка Алексей Евгеньевич Миненко. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Алексей Евгеньевич, расскажите, в чем суть акции, которую запустил Банк Республики, что именно нужно сделать, чтобы стать ее участником? Суть, на самом деле, она совершенно простая, не надо ничего делать. Угу. Да, вот так красиво звучит, да. Да. Просто. С банком реально действительно просто. Получите карточку Алмаз-Эргенбанк, любую, и реализовывайте свои мечты. Ходите, покупайте, тратьте, ездите, все, что хотите. Все. Нужно совершать покупки. А какие именно покупки учитываются? Есть ли ограничения, например, нужно ли платить только физической картой или подойдет смартфон? Подойдет все, что угодно, кроме всяких неправильных, на мой взгляд, транзакций, связанных с казино и там связанных с казино неправильные, связанные с стандартные обычные покупки. Переводом другим своим родственникам это тоже не входит. А так, обычные стандартные покупки. Скажите, как считается сумма? Вот нужно потратить 16 тысяч рублей за раз, или это общая сумма всех покупок за месяц? Это общая сумма всех покупок за месяц. Чтобы получить один билет, достаточно потратить 16 тысяч рублей в месяц по карте. Если человек тратит больше, например, 32 или 48 тысяч рублей, соответственно, он получает больше билетов. То есть он получает больше шансов. Разыгрываются в итоге билеты. Можно ли поподробнее рассказать про самый главный приз? Да? Это квартира, какая она и где находится? Вот это, скажем так, мы нашли партнера, с которым мы совпали не только, так сказать, финансово, но и ментально. То есть мы люди, которые хотим делать полезное для республики. Мы хотим ее развивать, мы хотим ее выращивать, растить. Мы хотим, чтобы людям, которые живут в республике, было жить лучше, красивее. Вот. И здесь мы так совпали с УТУМ, что это действительно реальный комплекс. Красивый, хороший, который будет, я считаю, какой-то зорницей. Жилой комплекс Алгыз, да? Алгыз, да. Это будет что-то такое, что реально, действительно достойно. Я не буду ни от кого скрывать, я москвич. 100%. И этот комплекс, он действительно соответствует уровню не то что Москвы, но, наверное, даже больше, я скажу, мировому уровню. Здорово. Поэтому мы выбрали самое лучшее для наших клиентов. Но также известно, что помимо квартиры есть другие призы для участников. Да. Можете о них поподробнее рассказать? Какие именно? Здесь поездка отдых. Второй приз — это отдых, это 500 тысяч сертификат. Мы, соответственно, эту компанию мы оплачиваем. Если человек хочет поехать более дороже, ради бога, это его выбор. Но это 500 тысяч — это тот старт, с которым он может поехать. Но, на мой взгляд, как я знаю, ощущаю и чувствую, 500 тысяч — это поездка в теплые края, на теплое море.
И, в общем-то, даже не одному. Да. А до какого числа проходит акция и когда состоится розыгрыш? Значит, акция проходит до 6 декабря. То есть есть время. Да, есть время. 6 декабря – это день рождения банка. К этому моменту мы сделаем все возможное от нас, чтобы вот те карточки, которые используются во время акции, они были карточками первого выбора. Мы разовьем те услуги, которых, я не буду говорить, что их нет ни у кого, но, по крайней мере, у банка этого не было, но они будут. И 6 декабря, в день розыгрыша, который мы будем проводить, мы, соответственно, анонсируем, не анонсируем, а уже предложим новые крупные программы банка, которые мы сейчас делаем. Но надо понимать, что это не делается моментально. Вот. Это занимает какое-то время. Но к дате розыгрыша все будет сделано. Хорошо, ну итак, мы берем карту Алмаз-Регионбанка, на каждые 16 тысяч рублей получаем билет, который дает право участвовать в розыгрыше. И вот где участники смогут проверить, сколько у них билетов и участвуют ли они? Нет, все очень просто. Во-первых, взяв карту и первый раз ее активировав, где-то ей используется, вот сразу автоматически становится. Это бесплатно, это совершенно, за это не надо ничего платить. Вот. Второе, у вас приложение. Если вы пользуетесь мобильным приложением Алмаз-Регионбанк, то вы там будете четко видеть, сколько у вас начислено баллов, сколько вам надо еще потратить, или наоборот, сколько у вас уже билетов. Там. Все это видно. Это очень все прозрачно. Скажем так, наш основной лозунг, даже не лозунг, даже не знаю, как это сформулировать легко, просто с Алмаз-Регионбанком. Просто. Мы никого... хочу вот рассказать о том, что, вот, например, все акции, кэшбэки, которые там вот на телевидении рекламируются крупными федеральными банками, там же все же это рассказывается. Вот 50% это. Но это реклама. Зайдите внутрь и посмотрите. Просто зайдите внутрь и прочитайте. А о чем, собственно, с вами разговаривать? У Алмаз-Регионбанка все просто. Все просто. Ну, Алексей Евгеньевич, вам большое спасибо. Желаем успехов в акции. Ну и, конечно же, я думаю, что для наших телезрителей это тоже хорошая информация. Все достаточно просто. И до 6 декабря есть возможность принять участие в акции. Ну, а далее мы предлагаем сделать... Нет, подождите, перебью. До 23 ноября. Прошу прощения. Да. 6 декабря розыгрыш, 23 ноября. Будут зафиксированы варианты, условия. И, соответственно, 6 декабря узнаем победителя. Будет розыгрыш в день рождения нашего любимого банка. Спасибо большое. Секундочку, что вот я обращал внимание про наше сотрудничество с ЦУТУМом. Дело в том, что мы действительно реально работаем и созданы для жителей республики. Все? Спасибо большое. Спасибо вам большое. Друзья, ну а сейчас мы предлагаем сделать утреннюю зарядку. Ручки на пояс поставили. Делаем небольшую разминку. Начинаем с головы. Вправо, лево, право, лево, право, лево, право, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, по кругу. В одну сторону вращаем. Делаем плавный кружочек, в другую сторону вращаем, покрутили, закончили. Поднимаем плечи, делаем это эффективно и ритмично. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ручки поставили на плечи, повращаем плечевые суставы, в одну сторону вращаем,
в обратно. Делаем тоже достаточно эффективно. Закончили. Ножки поставили пошире, поустойчивее. Ручки перед собой. Сводим лопаточки вместе в одну сторону. Поворачиваемся. Вперед. Поворачиваемся. Вперед. Лопаточки сводим вместе. Прогибаем спину. Ручки делаем вверх-вниз. Пальчики собираем в кулачки. Прогибаем лопаточки. Один локоть завели за спину. Второй рукой взялись за локоть. Потянули локоть за спину. Растягиваем суставчики. Дышим обязательно. Поменяли ручки. Закинули ручку за спину. Потянули себя за локоть. Растягиваем. Дышим. Думаем о хорошем. Расслабились. Ручки поставили в сторону. Тянемся. Тянемся из стороны в сторону. Центр тяжести оставляем на одном месте. Делаем наклончики. В одну сторону, в другую, по 2 раза. Вперед-назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Собрали ножки вместе. Ручки поставили для баланса в сторону, собрали в кулачки. Скручиваемся. Скручиваем бедрышки. Скручиваем, скручиваем. Одну ножку поставили в сторону. Переходим с ножки на ножку. И продолжаем скручиваться. Скручиваемся достаточно эффективно. Собрали ножки вместе. Разминаем коленочки и стопы. Опускаемся вниз, поднимаемся наверх. Вниз, наверх. Коленочки сгибаются, пяточки поднимаются высоко. Стопы держат нас так, чтобы пяточки оставались вместе. Поднялись один раз наверх. Стоим, держим позицию. Пяточки пытаемся собирать вместе. Не распускать в разные стороны. Расслабили. Потрясли. Прокатываем стопы вперед-назад. Ручки держим на поясе. Не позволяем себе расслабляться. Раскачиваем стопы. И поворачивали. Ручки сложили вместе. Стопу поставили на носочек. Поворачивали в одну сторону. Поменяли ножку. Поворачивали в обратную сторону. Закончили. Всем спасибо. Ну а далее мы расскажем вам, как получить максимум впечатлений от летнего отпуска без лишних трат. Пик туристического сезона бывает трудно найти отельные номера по приемлемым ценам. Зато владельцы квартир, частных домов нередко предлагают варианты существенно дешевле гостиниц. Безопаснее всего подбирать апартаменты или коттеджи на популярных сайтах бронирования жилья. Они, как правило, проверяют объект перед тем, как разместить свое объявление. Там же вы можете познакомиться с отзывами путешественников, которые ранее уже останавливались в этих квартирах или апартаментах, или домах. И вам будет проще понять, подходит ли вам такой вариант размещения или нет. На развлечениях тоже можно сэкономить. Для детей и пенсионеров билеты часто стоят дешевле, а многодетные семьи в России могут бесплатно посещать федеральные музеи, парки, выставки. Но при этом не забывайте брать с собой документы, подтверждающие право на льготы. В центре города, в аэропортах, на вокзалах продавцы всегда завышают ценники на товары, особенно на сувениры. Поэтому не стоит откладывать покупки на последний момент и платить втридорого. С ресторанами ситуация такая же. Если будете наугад выбирать заведение рядом
там самыми популярными туристическими местами, это наверняка сильно ударит по отпускному бюджету. Чтобы избежать разочарований, лучше заранее составить список кафе с интересной кухней, доступными ценами и отметить их на карте. Так вы будете сразу понимать, какие из них неподалеку от вашего маршрута. Не лишним будет заранее продумать способы передвижения. Во многих городах действуют единые карты оплаты для разных видов общественного транспорта. Например, по одной карте можно ездить на метро и автобусах, а также на пригородных электричках. Это выгоднее, чем оплачивать каждую поездку отдельно. Продумайте, как оставаться на связи в поездке. Если роуминг вашего сотового оператора очень дорогой, вероятнее будет выгоднее купить местную сим-карту. Ну, либо можно подключиться к Wi-Fi, который есть практически в каждом отеле. В кафе, в магазинах и других общественных местах тоже можно подключиться к интернету. Но здесь нужно задуматься о безопасности, потому что открытые подключения, они грозят утечкой данных. Поэтому желательно ими не пользоваться, когда вы ходите в свой онлайн-банк, либо оплачиваете покупки карты на сайте. Пожалуй, главный совет – лучше всего от бессмысленных трат защитит хорошо продуманный план. Выясните, когда самый большой наплыв туристов там, куда вы собираетесь ехать. Возможно, вас устроит отпуск в межсезонье. Тогда он обойдется вам намного дешевле. Ну а в какое время и как правильно оформить очередной отпуск, знает и посоветует наш юрист. Доброе утро, Якутия! Наступило лето, а это значит, что стартовал сезон отпусков. Предлагаю поговорить сегодня на эту тему, выяснить, с чем может столкнуться работник, так мечтающий об отдыхе и отпуске. Прежде всего, необходимо знать, что право на отпуск у работника возникает ежегодно, и впервые использовать свое право можно, отработав непрерывно всего 6 месяцев в организации. Но сразу отмечу, если вы уехали на море спустя полгода, использовали свой отпуск, так сказать, авансом, а после этого решили уволиться, не отработав в общем 1 года, то при расчете работодатель вправе удержать свою сумму за неотработанные дни отпуска. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска в соответствии с Трудовым кодексом составляет не менее 28 дней. Но нам, якутянам, повезло. Учитывая, что мы проживаем на территории Крайнего Севера, продолжительность нашего отпуска не может быть менее 52 дней. И тут встает вполне резонный вопрос: а могу ли я разом полный отпуск взять и отгулять его в самые жаркие месяцы лета, а при этом делать так каждый год? Но не все так просто. Очередность отпусков устанавливается работодателем в графике отпусков. При этом есть категории граждан, которые имеют первоочередное право уходить в отпуск в любое время, в том числе и летнее. Это многодетные работники, имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет, мобилизованные работники. В течение 6 месяцев с момента, когда они вернулись на работу, они имеют право взять отпуск в абсолютно любое время. При этом отпуск предоставляется независимо от того, какой у них стаж работы. Несовершеннолетние работники также могут использовать положенный им отпуск в любое время. И другие категории, такие как ветераны ВОВ, родители ребенка-инвалида, супруги военнослужащих, а также работники, у которых жены находятся в отпуске по беременности и родам. И, наконец, перейдем к финансовой стороне нашей темы. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. И если работодатель нарушает сроки выплаты, то работнику положена компенсация в размере 1/150 ставки Центробанка от невыплаченной суммы за каждый день задержки. А если вы, допустим, просто обожаете свою работу и не хотите брать полный отпуск, то всегда есть возможность получить компенсацию за неиспользованную часть, превышающую 28 дней. Это можно сделать на основании личного заявления и с согласия вашего руководства. Но совсем не ходить в отпуск не получится. И если вы не будете отдыхать более 2 лет подряд, вашего работодателя могут оштрафовать. Помните, за нарушение прав работника вашему работодателю могут грозить проверки и административные штрафы. Вы никогда не лишаетесь права обратиться с жалобой в трудовую инспекцию либо в судебные органы. Но перед решительными действиями не забудьте проконсультироваться с адвокатом или юристом по трудовым спорам. До новых встреч! И если не знаете, как поступить, поступайте всегда по закону. Сегодня, как мы уже упоминали в рубрике «Даты и события», день образования детского лагеря «Артек». Как он работает сейчас и как попасть во Всероссийский центр детского отдыха, узнал наш юный корреспондент Никита Павлов. Сейчас мы находимся на 6-й юбилейной смене «100 лет дорога детства» в Международном детском центре «Артек», которая посвящена его столетию. Расскажи, как тебе в Артеке? В Артеке очень классно. Я уже здесь 6-й раз. Здесь очень насыщенная атмосфера. Ребята очень хорошие. Всегда отряд попадается самый лучший.
насыщенная программа. Каждый день что-то интересное. Куда-то ходим, что-то вообще делаем. И всегда без дела не сидим. Это очень мне помогает развить себя. Например, я сейчас попал в театральный отряд. И мне здесь очень нравится. Мы ставим какие-то постановки, надо учить какие-то слова и импровизировать. Ну это же, правда, это классно. Что такое Международный детский центр «Артек»? Международный детский центр «Артек» – это такое место, где дети могут приехать за ценными знаниями. Со всего мира к нам они приезжают и уезжают абсолютно счастливые. «Артек» – это страна детства. При этом ребенок здесь не только получает что-то новое, но и может оздоровиться. Тем более изначально, в 1925 году, «Артек» и задумался как оздоровительный детский лагерь. И сейчас министр образования Кравцов развивает этот центр и делает все возможное для того, чтобы дети как учились, так и просто получали удовольствие от пребывания здесь. Чтобы попасть в «Артек», надо загрузить свои достижения в автоматизированную информационную систему «Артек» на портал artek.дети. Там учитываются достижения на различных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах у всероссийского, международного, муниципального и так далее уровней. Никита Павлов, Гурзуф. У каждого ребенка должно быть место, где его ждут и любят. Но для тысяч детей в детских домах это пока лишь мечта. Сегодня в нашем сюжете мы познакомимся с Владиславом и Сергеем, которые ждут не праздника или подарка, они ждут главного – свою семью. Меня зовут Влад, мне 12 лет, и я люблю заниматься футболом, волейболом. Еще раньше занимался боксом, но я тоже сейчас хочу. Меня зовут Сергей, мне 11 лет. Люблю заниматься спортом, футбол, волейбол. Мои любимые предметы в школе – математика, литература, физкультура, труды. Труды мне нравятся, потому что мы там делаем разные поделки из дерева. Физра, потому что мы можем поиграть в футбол, волейбол, баскетбол. Математика, потому что у меня там все получается с примерами. Литература, потому что мне нравится читать. В свободное время, когда сделаю уроки, иду сидеть с друзьями, разговаривать о жизни. Влад и Сережа ждут встречи с неравнодушными родителями, которые помогут сыновьям развить способности, окружат ребят чуткой заботой и душевным теплом. В Якутске и во многих других городах и районах Якутии с наступлением жарких дней открыт купальный сезон. И возникает вопрос соблюдения безопасности на водоемах. Сегодня мы вместе с руководителем пресс-службы МЧС России по Республике Саха-Якутия Ксенией Рахматуллиной напомним об основных правилах безопасности на воде. Ксения, доброе утро. Доброе утро. Скажите, где, в каких местах официально разрешено купаться? Официально у нас на территории республики пока допущено к эксплуатации это городской пляж. То есть это разрешенное, санкционированное место отдыха граждан, которое соответствует всем необходимым требованиям, в том числе по безопасности в нашей сфере. Какие требования предъявляются к местам купания и что должны знать отдыхающие? В первую очередь отдыхающие должны, естественно, знать о разрешенных местах, то есть если мы говорим именно о массовых. То есть сейчас у нас очень популярно в республике это оборудование зон отдыха, то есть любая туристическая организация, да, то есть, которая берет либо в аренду, либо выкупает участок рядом с водоемом, они всегда стараются соответствовать требованиям. То есть дно у водоемов очищается водолазами. То есть это обязательно, чтобы не было ни коряк, ни каких-либо водоворотов внутренних. То есть все дно должно быть стабильное. Соответственно, очистка территории, проверка Роспотребнадзором, то есть замеры самой воды на качество. То есть могут ли там люди купаться, если это попадет в наш организм, представляет ли это для нас угрозу. Как мы видим, на пляже у нас также есть спасатели, то есть, которые выезжают, смотрят за нахождением граждан, то есть за их безопасностью, ограждение именно купальной зоны буйками, тоже в обязательном порядке. Вот это основной перечень, то есть тех мер, которые
зоны отдыха должны соответствовать. Вот, какова на сегодня статистика по несчастным случаям на воде и по каким причинам чаще всего это происходит? Ну, на сегодняшний день у нас навигация открылась недавно. Вот. К счастью, мы не догнали показатели прошлого года, то есть несчастных случаев у нас происходит меньше. Детская гибель отсутствует. Если сравнивать с прошлым годом, у нас только 22 июня произошло несчастный случай с ребенком, да, на воде. Вот. Основной акцент именно сотрудников ГИМС сосредоточен на соблюдении требований именно судоводителей. На зонах отдыха мы проводим профилактику совместно с другими органами. То есть там не только мы работаем, это и сотрудники МВД, это волонтерские организации, представители администрации. Очень важный момент, который мы зафиксировали в рамках совместных таких мероприятий по профилактике. В среднем составляется 3-4 протокола на родителей, чьи дети находятся в несанкционированных местах отдыха. Мы призываем родителей регулярно, что, пожалуйста, следите за своими детьми. Нужно всегда знать, где находится ваш ребенок и чем он занимается. К несчастью, у нас были случаи с гибелью детской, также, когда и родители присутствовали, просто отвлеклись, посмотрели, заговорили с кем-то, да, повернулись, а ребенка уже нет. Вот. Поэтому нужно всегда следить за своим ребенком. То есть, если вы находитесь в зоне отдыха, вода представляет опасность. Ну, вот в Якутске на прошлой неделе в первые жаркие дни дети ринулись охладиться в озера в центре города и фонтаны. Кто должен контролировать эти места и как донести до родителей о запрете купаться в таких местах, если там запрещающие знаки? Запрещающие знаки имеются на всех водоемах. Соответственно, кто несет ответственность в зависимости от градации. Если мы говорим о Якутске, то это либо администрация города, либо это правительство республики в зависимости от градации земли. Вот, в частности, в фонтанах купаться, понимаю, жарко, но тем не менее это сооружение, внутри проходят коммуникации. Ребенок может запнуться, например, да, в фонтане, либо имеется какая-то модификация, да, для его работы. Несчастных случаев по России достаточно, и у нас, к сожалению, они происходили. В фонтанах нельзя купаться категорически, плюс это вода техническая. Вот, соответственно, попадая, опять-таки, в организм ребенка, да, или взрослого человека, кто решит искупаться в фонтане, вот, как минимум, это несварение желудка. Ну, вот помимо официальных пляжей, обычно люди, отдыхающие на природе, купаются в реках и озерах вдали от города. Вот как в таких случаях выбирать безопасные, по возможности, места для купания? Мы, конечно, призываем граждан воздержаться от такого вида отдыха, поскольку не всегда человек может самостоятельно рассчитать течение по реке, какое дно у него. То есть течение может быть сегодня одно, через 3-4 часа другое. Опять-таки судоходство, которое у нас по реке проходит. У нас широкая река, если мы говорим о городе и его близлежащих пригородах, все эти места известны, скажем так, и они опасны именно тем, что там большое течение и происходит судоходный ход. То есть вы можете отплыть на далекое расстояние и не успеть сориентироваться. Если это большое судно, которое идет по реке, не всегда можно увидеть человека, да, то есть это еще дополнительный травматизм. И, конечно, самая большая опасность – это водовороты, которые возникают. Вот. Поскольку зачастую человек, когда находится в шоковом состоянии, если он начинает тонуть, чувствует, то есть у него возникает паника. Что утягивает нас? Утягивает это течение и дно. То есть дно, в которое даже вы можете наступить, а оно будет проваливаться. То есть человек же, когда наступает на дно, он думает, что все хорошо, все спокойно. А в нашем случае это обманчивая реакция, потому что ты наступаешь,
у тебя немножечко адреналин падает, что ты думаешь, что ты спокоен, а на самом деле тебя засасывает. Такие случаи тоже, к сожалению, были. Наши водолазы доставали именно непосредственно из таких вот глубинных зон, ям. Спасибо, Ксения. Мы надеемся, что наши телезрители, в особенности родители, прислушаются к советам и будут аккуратны и осторожны во время отдыха. Спасибо большое. Ну, а лето – это время, когда не очень сильно хочется работать, а хочется отдыхать. Недаром большинство отпусков берут именно летом. Мы познакомим вас с историей двух подруг, которые выбрали для себя достаточно бюджетный и в то же время невероятно насыщенный вид отдыха. Отдых, в котором ты ощущаешь каждое дуновение ветра, делаешь вызов себе и вступаешь в прямой диалог с природой. Мы познакомимся с историей тех, кто выбрал свободу двух колес, выбрал путь к себе через просторы мира. Это было как бы в шутку. Мне сказала Лида, что давай вот так можем сделать. Поедем, купим велики и будем колесить. В свое первое велопутешествие спортсменки отправились в 2022 году в Абхазию. Самолетом долетели до Адлера, дальше своим ходом. За 2 недели каждая потратила 60 тысяч рублей. И нам это очень понравилось, потому что там море, там озеро. Мы сразу поднялись на озеро Рицу. Мы ходим сами по лесу, берем любую тропу и думаем, вот здесь вот сейчас выйдем, вот здесь должна быть дорога. Смотрю по карте, и должна быть дорога. Вот так мы ездим, короче. После первого путешествия пришло понимание, как правильно экипироваться. Для велопутешествий первое самое необходимо купить очень надежные велосипеды. И во-вторых, мы ночуем в палатке, поэтому купили палатку. Когда мы вылетаем, багаж – это наш велосипед, и туда еще вещи подкидываем, получается 23 килограмма. И берем рюкзак, где-то 10 килограмм получается. Еще важно купить дождевик хороший, чтобы дождь вообще не мог проникнуть. Спальники нужны, спальники и матрасы. У нас, например, матрасы надувные. Они маленькие, компактные. У нас маленькая такая горелка с газом. Готовая еда продается, которые вот в специальных таких пакетиках. Все, что вот запаску делать, вот фонарики, ножик обязательно берем с собой. Ну, иногда, возможно, пригодится. В этом бывает так. На следующий год подруги поехали вокруг Байкала. Заодно Лидия не удержалась, приняла участие в любимых соревнованиях. С Улан-Удэ, получается, поехали до Максимихи. В Максимихе Лида пробежала марафон. Она участвовала в международном марафоне, и потом после этого мы покатились, получается, до Иркутска. Уже привычный для себя километраж в 700 километров наши отпускницы проехали по горным тропам Алтая в прошлом году. Там очень красиво, мы проехали, там этот круг алтайский, кольцо называется. Кольцо Горного Алтая, это 700 километров с 4 перевалами. Именно здесь им особенно пригодилась чемпионская выдержка и выносливость. В прошлом году, например, мы с молодыми ребятами проехали часть пути по самому сложному. Там Арктойский перевал был. Это очень такой сложный перевал. Там, где нет дороги, это был очень сложный маршрут. И вот парни, они сначала испугались за нас. Типа мы такие, женщины такие в возрасте, ну, мы же пенсионерки, поэтому и они испугались, что взяли нас вот с собой. Но потом они сами удивляются. Они говорят, что мы вообще очень хорошо ездим. И что у нас очень хорошая физическая форма. Не отстаем от них, от молодых. И совсем недавно велопутешественницы вернулись из Казахстана. Прокатались по заповеднику Алтын-Эмель. Очень красивые места. Мы тоже проехали в этом году 700 километров, но мы что-то очень быстро проехали в этом году. Не знаю, может, это с опытом приходит или как, но думаю, наверное, из-за этого. А по времени это сколько? 7 дней мы прокатились, и 8-й день мы на радиальный выход сделали с Алматы. А тоже поднимались в гору и спускались. Не успев прийти в себя от большого пробега по казахским степям, наши героини уже мечтают о новых маршрутах. Приехала и посмотрела про Грузию.
И мне очень понравилось. И именно хочу подобрать такой сезон, чтобы там было не жарко, чтобы там были фрукты спелые. Это где-то конец октября и начало ноября. И еще мы чуть ли не с первой поездки мечтаем об Иссык-Куле. Стас Потапов, Юлия Михайлова. «Утро Якутии». Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия не против возвращения иностранных компаний, но только в тех секторах, где российские производители уже имеют прочные позиции и значительную долю рынка. Условием для возвращения является производство продукции с высокой добавленной стоимостью на территории России. Мантуров подчеркнул, что для возвращающихся западных компаний не будет никаких привилегий и преференций, они должны конкурировать на общих основаниях. Ранее президент Путин поручил правительству разработать процедуру согласования возвращения иностранных компаний, включающую гарантии добросовестного ведения бизнеса. Ну а власти будут рассматривать каждый случай отдельно, допуская на рынок только тех, в которых заинтересована страна. Если у компании нет опционов на обратный выкуп, то начинать придется с нуля. Директор Института экономики и финансов Галина Сорокина считает, что текущее укрепление рубля обосновано и отражает устойчивость российской экономики, которая успешно адаптировалась к санкциям, импортозамещению и переориентации внешних рынков. По ее мнению, исключив внешние факторы, экономика по показателям приблизилась к концу 2021 года, когда курс рубля составлял 70-80 рублей за доллар. Сорокина прогнозирует, что при отсутствии новых негативных новостей рубль останется в этом диапазоне, который она считает вполне реальной стоимостью национальной валюты. Миноборнауки анонсировала сроки приемной кампании. Подача документов начнется 20 июня и продлится до 12 августа, сообщили в ведомстве. Там пояснили, что через неделю можно будет подать документы во все российские университеты и их филиалы, в том числе за рубежом. Глава регулятора Валерий Фальков уточнил, что активная фаза подачи документов завершится 6-7 августа, которые станут основными днями зачисления для большинства абитуриентов. Дополнительными днями приема будут 11 и 12 августа. Казань продолжает знакомить читателей с яркими событиями и культурными традициями разных народов, укрепляя тем самым связь между регионами и способствуя межкультурному диалогу. Состоялась презентация нового 6-го по счету выпуска журнала «Казань». Издание, уже завоевавшее популярность у читателей, вновь предлагает глубокий взгляд на культурное многообразие России. В новом выпуске читатели найдут материалы, посвященные взаимопроникновению культур. Особое внимание уделено якутскому национальному празднику Эсэх, который представлен в одной из статей журнала. Тираж составляет 4000 экземпляров. Подписаться на издание можно в любом почтовом отделении, а также заказать печатный выпуск на маркетплейсах. Взаимопроникновение культур, дружба, не только праздники, другие обряды, народные традиции. Как звучит татарский макам? Макам – это особенное исполнение намаза. И многие другие темы и традиции именоречения, традиции бракосочетания, как звучит музыка татарская, старинная, в новой современной обработке. Вот такая тематика этого номера. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Ну а далее мы с вами перенесемся в город Мирный. Знаете ли вы, что центральная улица Мирного появилась не одной из первых, а спустя почти 10 лет после начала строительства алмазной столицы. К 70-летию Мирного мы продолжаем совместный проект Алмазного края с газетой «Мирнинский рабочий» улицы Мирного. На этот раз расскажем про центральную улицу города Ленина. Мирный – типичный советский город. Его планировали по принципам градостроительства, которые предусматривали обязательное наличие центральной улицы Ленина и памятника вождя пролетариата. Памятник Ленину в Мирном отличался оригинальностью. До 2005 года на центральной площади была скульптура в виде его головы. Мирнинцы назвали памятник чупа-чупсом, так как он напоминал шарообразный леденец. 20 лет назад на 50-летие алмазной столицы установили другой памятник Ленина, сидящий и будто бы о чем-то задумавшийся.
Но центральная улица Мирного не была одной из первых. Она появилась на несколько лет позже. Мария Селезнева переехала в Мирный в январе 1968 года. Тогда городу было всего 9 лет. На улице Ленина не было центральной почты, регионального колледжа и администрации города и района. Кругом один лес. И среди вот этого кустарника стояли избенки первые, засыпушки их звали. Почему засыпушки? Потому что строились из каких-то досочек и засыпались где землей, где шлаком. Ну, шлака всем не хватало, поэтому засыпали. Потом тут пилорамы были, опилками. Здесь все были в основном засыпухи. В конце 60-х улицы Ленина начали расчищать от леса, появились первые здания. В 1968 году на улице Ленина построили двухэтажное здание. На первом этаже находился магазин «Айхал», а на втором – предприятие Мирнинского комбината бытового обслуживания. В 2006 году в это здание переехали городские власти. Улица Ленина растянулась на 1,5 километра от улицы Амосова до шоссе Кирова. На многих улицах Мирного есть мемориальные доски в память о выдающихся жителях. На Ленина это Иван Серебряков, Владимир Колбунов, Тарас Десяткин и Леонид Желябин. Жили они в соседних домах номер 10 и 11. Сегодня улица Ленина остается центральной улицей города. Здесь расположены администрации Мирнинского района и города, региональный колледж, политехнический лицей, центральная почта, институт Якутнепроалмаз. Анна Винокурова, Сергей Коротких, Роман Ларин, медиакомпания «Алмазный край». Но у нас настолько большая республика, что где-то ночи темные, а где-то полярный день. Ну и, соответственно, конечно, в таких широтах очень сложно увидеть звезды, но, тем не менее, наш гороскоп спешит к вам, как и, впрочем, каждую неделю, дать свой прогноз на текущую неделю. Овен. Вам хочется выделяться из коллектива и быть лидером. Старайтесь осуществлять свои планы и двигаться на пути к своей цели. Сейчас как раз благоприятный период для этого. Вам удастся осуществить задуманное. В личной сфере проявляйте больше внимания и заботы к своему любимому человеку. Во второй половине недели возможна романтическая встреча. Телец. В первой половине недели возможна хорошая новость, которая будет связана с вашей профессиональной сферой. Вторую половину посвятите наведению порядка в вашем доме. Выбросьте ненужные вещи, проведите ревизию документов, а также уберитесь потом и на своем рабочем месте. Близнецы. Звезды рекомендуют на этой неделе заняться укреплением производственной и финансовой дисциплины. У вас появится острое желание создать хорошую материальную базу для себя и своей семьи. Будьте настойчивы и не сдавайтесь, так как возможно большое количество препятствий на вашем пути. Рак. Девиз наступившей недели – поддержка близкого и дальнего окружения. Вы сможете добиться своих целей только при поддержке окружающих. Запомните, в одиночку намного сложнее будет чего-либо добиться. Проявите сдержанность при конфликтных ситуациях, которые могут возникать между вашими близкими. Лев. На этой неделе не стоит врать, так как это может привести к серьезным воспалительным процессам в горле. Берегите себя, уделяйте время отдыху. Удача будет на стороне тех, кто смело идет к своей цели, но не строит интриги и не сталкивает людей лбами. Начните заниматься духовными практиками. Дева. На этой неделе нерешенные ранее вопросы могут заставить вас изрядно потрудиться, чтобы вернуть всю ситуацию в привычное и спокойное русло. Не стоит паниковать. Если вы не будете нервничать, то сможете довольно быстро решить все вопросы в свою пользу. Сложности не всегда означают поражение. Иногда это просто необходимый опыт. Весы. Благоприятный период для новых знакомств, общения и решения бытовых проблем. Звезды помогут вам в исполнении вашего давнего желания или плана. Возможно, появление в вашей жизни влиятельных покровителей, которые помогут решить денежные проблемы. Скорпион. Наступившая неделя – отличный период для занятий спортом, пеших прогулок на свежем воздухе. Если вы давно хотели научиться водить автомобиль, то сейчас идеальный период, чтобы записаться на курсы вождения. Так вы сможете быстро научиться водить и успешно сдадите все экзамены. Стрелец. Отличный период для бизнесменов. Вы сможете умножить свое состояние. Если ищете работу, то успешным для вас будет любое собеседование, а также отличный период для путешествий. Вы сможете встретить интересных людей, отдохнуть и вдохновиться на новые цели и мечты. Козерог.
Наступившая неделя – благоприятный период для составления смет и сдачи финансовых отчетов. У вас появится шанс проявить себя и оказаться в центре внимания. Ваше обаяние не знает границ. Вы легко сможете завоевать симпатию нужного человека, что поможет вам быстрее добиться своих целей. Водолей. Звезды сулят неожиданное знакомство, которое перевернет всю вашу жизнь. Вы сможете обрести счастье, однако не стоит забывать, что не всегда все происходит стремительно. Будьте терпимее, и все будет так, как вы мечтали. Не форсируйте события, это главный ключ к вашему счастью. Рыбы. Наступает благоприятный период для оформления нотариальных документов, обращения к органам власти и к руководству на работе. Во второй половине недели возможны стрессовые ситуации, которые отнимут у вас много сил и энергии. Старайтесь не зацикливаться на происходящем и опустить ситуацию. Все наладится. Ну что, друзья, пусть прогноз, который нам составил гороскоп, обязательно сбудется. Ну и, конечно же, я думаю, что мы сегодня сделали ваше утро по-настоящему бодрым. Также хотелось бы напомнить, что сегодня в городе Якутске на 6 часов утра температура воздуха была плюс 5 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Сегодня днем будет пасмурно, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Ну, вот таким было утро понедельника. Мы надеемся, что мы добавили вам настроение перед началом новой рабочей недели. Ну а завтра мы снова встретимся с вами в этой же студии, и наша команда готова вновь делиться с вами позитивом и хорошим настроением. Завтра мы расскажем, как обезопасить детей дома, когда они остаются одни. Дадим рекомендации по чтению. В рубрике «Мужское дело» вас ждет очень интересный обзор очень интересного, можно сказать, культового автомобиля, сошедшего с конвейера более 100 лет назад. Поэтому присоединяйтесь к нам завтра в это же время на наших телеканалах. До новых встреч. Пока.